И на этом на этой платформе мы, слышите меня, да? На этой платформе мы начали, там встретились люди с Украины, и встретились люди с разных, стран. И наши люди, которые находятся здесь, может, в России, я имею в виду здесь, на Западе, так? И речь шла о той проблеме, которая была, нам всем известна. Это о том, что делать сегодня и вообще в это тяжелое время, как нам быть. И в Украине война, была и в Грузии. У нас, тем более, она продолжалась долгие годы. И только лишь где-то в 2007 году мы можно сказать, все перешло в партизанское движение. Наша страна была оккупирована, и наша ситуация была сложная, и мы, находясь на Западе, старались организоваться, чтобы как-то на международной арене нашу позицию изложить. Для этой цели на Запад были направлены, из Министерства иностранных дел люди, из парламента, и в том числе я был тоже направлен специальным решением парламента, президента и Госкомитета обороны. И я тоже со своим товарищем сюда выехал и работал здесь. И когда там дело пошло, в развитие, я, допустим, стал наблюдать, что были какие-то странные движения, люди, которые были направлены нашим правительством или нашим государством, которые были с Министерства иностранных дел, или другие люди, которые тоже сами приехали сюда в качестве беженцев, они тоже проводили какую-то работу, а по линии нашего государства, по линии, раскрытия той проблемы, которая есть у чеченского народа и обвинения преступления Кремля против нашего народа, в этом отношении мы ничего не наблюдали. Только были слова, когда пиарились, а документы, которые принимались, они были все в пользу нашего врага Кремля. Это может показаться очень странным всем, и нашим людям, кто дома находится, кто здесь. Но факт есть факт, документы, как неопровержимые доказательства того, что было. А как это было, было очень тяжело это воспринимать, по крайней мере, мне и с моим товарищем. Люди, с которыми мы общались и дома, и считали, что это наши единомышленники, что мы вместе боремся за нашу деоккупацию, против оккупантов. И получилось, что напротив, они здесь проводили такую линию, как я сказал. Тогда нам пришлось против этого стать и бороться. Бороться как? Мы стали проводить разные мероприятия, там шествия, конференции, писать статьи, выступать в разных международных организациях. К примеру, я со своими товарищами очень много раз имели встречи и в Европарламенте, и в Совете Европы, встречались с этими лидерами, президентом этих организаций в разных странах, бывали, в том числе и в Америке, в Соединенных Штатах Америки, в Вашингтоне, в Нью-Йорке, по разным этим вопросам. И где только не был. У меня даже есть целый список. В каждой стране, где я бывал, я отмечал, их 2-3 листка, огромное количество, не посчитаю даже сколько. Мы тогда
работали в этом направлении. И было очень тяжело, когда вот такая вот группа людей появилась на Западе. Что я имею в виду? В 2001 году, еще тогда, в 2001-2002 году, у меня еще была связь с президентом Масадом напрямую. И он, когда я тогда находился вот в Лондоне, мы общались, и он мне, значит, очень настаивал на том, чтобы я поехал на встречу, которая будет в этом поселок или городок Ко в Швейцарии. Ну, я собрался тогда из Лондона, хотя мы планировали там другую работу, все отложил, вылетел туда. Они должны были, те, кто проводит эту конференцию с нашей стороны, должны были нас там встретить или позвонить нам, куда подъехать. Но я тогда был один, и другой мой товарищ, что со мной был, и другие товарищи, они оставались, я один ездил туда. Приехал туда и на вокзале ждал их 3 ночи, скажем так, и 2 дня. И никто мне не звонил. Только после этого позвонили. Я поехал, оказывается, приехал к концу вот этого мероприятия, которое они уже завершили. Но ни с чем мы оттуда уехал, хотя попросил у них, дайте мне, значит, протокол, давайте там такое-то заявление сделаем. Оно ничего не было сделано, они разъехались, и там эту вот встречу там как бы организовал, или во главе сидел Тим Гулленбдеман. Наверное, вы знаете, это человек, который у нас миссию ОБСЕ возглавлял, когда у нас были выборы в 1997 году. И до выборов, и в ходе выборов он там был. Ну и они разъехались, и я ничего не мог получить. После этого я вернулся в место моего пребывания, написал, значит, записку, как говорится, президенту и отправил, в которой я там изложил ситуацию. Затем, после прошествия этого, через год примерно, в Лихтенштейне снова слышу, что идет там какая-то вот встреча. А уже, оказывается, в этот раз, там первый раз, когда ездил, там был наш министр иностранных дел Ахмадов Ильяс тогдашний, а теперь в Лихтенштейне уже был во главе этой компании с нашей стороны был Закаев Ахмед. И вот там они принимали тоже какие-то документы и все такое. И туда приехал Хасбулатов, Рыбкин и другие деятели от российской стороны. То есть какая-то шла вот такая подковерная такая борьба или какая-то сепаратная какие-то были договоры, те, которые вот мы приехали от нас, скрываясь и избегая нас. Ну, потому что мы не знали тогда до конца, что это такое. Мы думали достичь, звонили этим людям, они не выходили на связь, а если кто-то через кого-то, то они делали вид, что они большую работу проводят, хотя, значит, они должны были вместе с нами работать. То есть вот такой был разнобой. И вот я, наблюдая за разной, значит, прессой нашей здесь, в Европе, в Америке, в Вашингтон-Пост, газете, я обратил внимание на одну статью, который написал, сейчас не помню фамилию, это Барт, кажется, его зовут, забыл его фамилию. Он написал статью в Вашингтон-Посте, в которой он излагает, что вот он был на 2 встречах, переговорах в Швейцарии, в Лихтенштейне, и там, мол, это встретились эти 2 стороны, чеченская и российская, и там вот он был очень удивлен, что обе стороны были удивительным образом для него единодушны во всем. А единодушие заключалось в том, что они вместе решили разрабатывать план о том, что Чеченская республика – это не государство, это часть России, но, естественно, все остальные мы, кто боролись и создавали свое государство, террористы, бандиты и фанатики.
Вот до этого сводилось это. Когда у него там это было написано, эта статья в Вашингтон-Пост, ее можно посмотреть на моих статьях, вы можете найти ее, и в моих статьях я ссылки делаю, то мы бы, конечно, я был удивлен, и другие были удивлены. А Запад и все эти вот западные деятели, которые здесь, для них это не было ничего удивительного, потому что они представлялись представитель нашего государства. Представьте себе министр иностранных дел Чеченской Республики Ичкерия и представьте себе вице-премьер Чеченской Республики Закаев. И там в этой статье они говорили о том, что надо этого, Путина там образумить, потому что он там говорит, что можно нормальных людей нету, мол, в Чечне, а вот есть эти два человека, они есть, и они могут быть нормальными. Ситуация такая вот статья. Затем в это же время, вот в концу, через год, в концу 2002 года, собирается в Копенгагене какая-то группа людей, которая обозначила эту встречу как Всемирный чеченский конгресс. Фактически там собрались вот беженцы наши, большинство там, 90%. И туда приехали некоторые наши представители от нашей власти. Допустим, этот Закаев, его окружение. И приехал туда Хасбулатов, наверное, из России еще кто-то. И на этой конференции они принимают решение о том, что, необходимо, остановить вот это военное противостояние, и вопрос отношения надо решить на основе плана Хасбулатова. В этом обращении, резолюции, нет ни одного слова о том, что речь идет о нашей стране. Потому что наша страна с 2004 года была переименована в Чеченская Республика Ичкерия, и все документы, которые принимаются с нашей страны, должны были так обозначаться. В этой резолюции было написано, что речь шла о том, что Чеченская Республика, то, что считается, и Россия заявила, частью России. То есть там в этой резолюции было принималось вот такое вот решение в резолюции Чеченская Республика. А в итоге там было сказано, что вопрос надо решать на основе плана Хасбулатова. План Хасбулатова тоже являлся планом о том, что наша территория есть часть России. Вот такую резолюцию приняли, так сказать, Всемирном чеченском конгрессе, который, конечно, не являлся чеченским конгрессом, а это был подлог, собственно говоря. И вот к тому времени, после этого, мы тогда еще не имели вот эту всю информацию о том, что там такое было принято, не имели. Потому что там разразился якобы какой-то спектакль, там арестовали Закаева, все такое, там его хотят посадить, а на самом деле это было прикрытие. Показать, что там, чтобы забыть, что там было. А на самом деле был принят вот такой документ. После этого уже в 2003 году где-то, под конец его, принимается еще одна резолюция, вернее, еще один такой вот документ, который называется «Концепция обусловленной независимостью» из-за подписи нашего министра иностранных дел. Концепция обусловленной независимости Чеченской Республики, там, Чечни. О чем этот документ? Этот документ полностью тоже о том, что наша территория является частью России, и мы должны выйти из состава, искать сейчас пути выхода из состава этой России, и таким образом нам, мол, Запад и другие будут помогать, чтобы мы создали свое суверенное государство. То есть наше государство там вообще напрочь отрицается, и вот такие документы они принимали. И когда мы узнали об этом, естественно, мы здесь, наши сторонники, которые
на этой ситуации, опирались на эту ситуацию, пытались до них дозвониться, встретиться с ними, критиковали. С их стороны ни слова, ни звука не произносилось никогда. Никогда. Они не отвечали на эти вопросы. До сегодняшнего дня они на эти вопросы не отвечают. И тихой сапой проводят эту политику. И до сегодняшнего дня этим занимаются вот эти люди. А когда им помогало, вот как мы понимаем, их финансировали. Они были вначале под пятой Березовского Бориса Абрамовича. Потом они после этого уже, видимо, накопив опыт, их Москва и везде, и всюду их под предлогом того, что они вот самозванцы, туда-сюда, это говоря на них, их везде рекламировали. И в «Коммерсанте», и в Москве, и по всей России, и везде их рекламировали, и обеспечивали и финансы, это видно по их поведению. Они собирали разные какие-то крупные там мероприятия, но в этой ситуации мы вынуждены были делать что-то. Мы, несмотря на это, мы не прекращали свою борьбу, мы не прекращали, значит, разоблачать их на своих сайтах, на своих. Наши люди об этом не знали ни те, кто находится в Чечении. На те времена наши люди там и в подполье, и открыто боролись, умирали. И еще там в это время и боролся и Масхадов, и другие. А здесь они принимали такие документы и говорили, что это все от имени Масхадова. На самом деле Масхадов не подписывал ни один документ о том, что они вот так утверждали, что это якобы от всего там подачи. Они на него ссылались, они ему давали ложную информацию. Это я говорю по своему разумению, потому что я знаю. Потому что информация, если бы доходила до него, но что-то я ему все же мог другим путем передать. Не по тем каналам, которые были у меня общие, а через такой другой канал. И помню, тогда он выступил и сказал, что все эти действия, которые там на Западе происходят, и вот эта концепция обусловленности, независимости, это, мол, это не священная корова, ее нужно и надо критиковать. То есть он нигде не подписывал, хотя многие говорят, там пытаются сказать, что с его подачи мы все это дело, он это говорил, Масхадов в этом все такое преподносилось. Ну вот после этого, когда Масхадов еще был при жизни, сайт, государственный сайт Чечен-Пресс, наш государственный сайт Чечен-Пресс и государственный сайт Кавказ-Центр, это были два сайта наши, которые считались государственными. Еще что только на этих сайтах и на этих опубликовано по нашим законам, по Конституции считается законом. Все остальное, что опубликовано в разных других частях света, в любой стране, не имеет силу для нас, если оно не ссылается на наши эти сайты. Так вот, этот сайт Чечен-Пресс возглавлял Закаев, и даже при жизни Масхадова он, значит, себя там в этом сайте назначил премьер-министром. Масхадов объявил ему строгие выговоры, документы есть, и, значит, дело передал в прокуратуру. Я пытался, надо откровенно сказать, с ним связаться, говорить с ним. Он никогда не пытался, не связывался со мной. Только изредка были такие короткие какие-то звонки, тоже такие, знаете, провокационного характера. Я потом скажу про это. И в итоге получалось, что мы вот с этими сайтами, человек с этими сайтами, он сам уже мог на этом сайте публиковать любое постановление, любое, значит, заявление и выдавать ее, оно как бы считалось. Вот что происходило, и остальной мир видел это, и как бы, значит, Россия соглашалась с этим. То есть мы как бы, значит, боролись за свою независимость, за деоккупацию, а эти люди вот такими делами занимались.
Почему это было? Что они хотели? Значит, они или заблуждались, вот если так говорить, мягко говоря, или они работали на нашего врага давно, или они были агентом влияния этого. Мы говорили им, что это нельзя делать, писали, но никаких не было. И в 2006 году, когда еще был жив президент уже Садулаев, Адулхаким, его администрация там выпустила специальный какой-то там этот проект администрации президентов, из которого следовало, что они хотели, значит, влияние этого Чеченской Республики как бы, значит, расширить на весь Северный Кавказ, и там они переходили от Чеченской Республики, потом переходили на Северный Кавказ. Этот документ тоже опубликован, и я там в этом документе о нем там написал свое мнение, в котором я сказал, что это совершенно противоречит нашей основе нашего государства, не имеет отношения к нам, и что здесь фигурируют две силы. Это сила или фигуры, с одной стороны, это левые, другие правые. Имеется в виду левые, значит, сейчас не помню, кто из них, левые и правые. Левые – это Закаев, правые – это Удугов. И что это нельзя делать, и что это свое мнение я изложил, им отдал. Это было уже ближе к 2007 году, и я еще его опубликовал, помню. После этой публикации, значит, дело никак не менялось, но в 2007 году, когда Садулаев погиб, и вместо него власти пришел, президент пришел, новый президент стал по праву. Хотя вот я должен сказать, что все здесь заявляют от этих каких-то там предубеждений или еще каких-нибудь мыслей особенного вред, что вот такой-то президент временно исполняешь, а такой, мол, это такой президент. Нет, неправда, это не должно быть. По нашей Конституции, если президент один уходит или умирает, его вице-президент по закону становится президентом, и здесь это говорить нельзя. В общем, одним словом, когда, значит, погиб Садулаев, пришел к власти, президентской власти пришел Доку Умаров. Доку Умаров, значит, создавал свой кабинет министров, и там разных людей назначал, и требовал, чтобы многие из тех, которые находятся на Западе, они вернулись на территорию Чечни, потому что, говорит, я один здесь буду воевать или что. Но там были споры, сейчас здесь об этом говорить не надо. Эти требовали, чтобы Закаев просил или требовал, чтобы его назначили здесь должность премьер-министра, что он здесь будет весь кабинет министра, а тот там должен воевать. Вот такие как будто были вот разговоры. Скорее всего, они были на какой-то почве, я тоже помню. И когда вот это все происходило, вдруг в октябре месяца 2007 года при действующем президенте и при действующем правительстве нашем, который вот создал еще этот Док Умаров, в октябре месяце заявление делает Закаев о том, что Док Умаров, значит, совершил преступление и предал нашу страну за $500 миллионов, взял у Путина, и что теперь у нас нет ни парламента, ни кабинет министров, и все такое. Я и другие люди это понимали, что это не может быть, потому что это не во власти президента, он не имеет права это делать, и не могло быть совершенно. Но эту пропаганду широко рекламировал Закаев и его окружение. Значит, это публиковалось на там разных сайтах, радио, там BBC и в другом месте, и в России, везде вот эта все пропаганда проводилась. Но никакого документа о том, что это сделал Док Умаров, не было.
Понимаете? Там речь шла о том, что я знаю, что еще в 2006 году, еще при жизни Садулаева, там речь шла о том, что нужно изменить, что мы должны перейти на шариатское правление. Эти споры шли еще тогда, это религиозной частью нашего, так сказать, сопротивления. И когда вот это все вот настолько было, значит, затуманено, но Садулаев не принимал никаких решений от себя, но он только рекламировал и говорил о том, что мы изменили Конституцию. Он говорил в 2002 году. Он говорил там, что изменили, вот низом стал, и вот мы должны перейти потихоньку, не торопясь, и мы продолжали, как бы, значит, быть дальше такими. Мы, конечно, вот члены нашего правительства, в том числе и я, мы не соглашались с этим, и как бы то ни было, вели ту работу, которая была основана на нашей Конституции, на нашей декларации, которую принял наш народ, и не сходили с этой пути. И когда, значит, это решение, скажем, образом не успел принять Садулаев, президент, принял бы или нет, это уже вопрос другой. И когда вот такая вот состоялась вот такая вот клевета в отношении там президента о том, что он это сделал и предал, я так полагаю, что религиозно так настроенные умы или настроенные смогли усилить и сделать давление на президента Доку Умарова. И он уже через месяц после того, как Закаев и Сараляпов, они когда издали постановление о том, что он самоотстранился, а он никуда не самоотстранился, и не было никакого документа, и в своем постановлении эти не выставили никакого обоснования, что он самоотстранился. Мы знали, что он не самоотстранился, а они этот такой документ выпустили, и себя назначили, тот Сараляпов назначил себя как бы главой государства, а Закаев как бы премьер-министром. Должности обе, которые нет в нашей Конституции, в нашем государстве. И на этой основе они начали действовать, и вот это все раскручивать. И тогда уже через месяц с лишним вдруг на Кавказ-центре появляется, значит, Док Умаров, но не в роли президента, а как частное лицо, и заявляет, что он теперь амир Эмирата Кавказ, и он создал, это Эмират Кавказ создается. Получается, с одной стороны, эти отступники от нашей Конституции, все эти люди заявили о том, что они являются там премьер-министр, главой государства незаконно. С другой стороны, президент сложил свои полномочия незаконно и тоже ушел в религиозное поле, якобы весь Эмират Кавказа. В этой ситуации мы думали, что делать. Это был уже почти 2008 год, да, 2008 год, он же декабрь уже был. И думали, и обращались к президенту, и говорили им, что это очень плачевно для нас, неприятно, надо вернуться в конституционное поле. Я писал тоже несколько раз обращений, заявлений, в статьях об этом говорил. Ни Закаев, ни тем более уже бывший президент, никакие реакции это не делали. И вот уже в 2009 году, после того, как мы все думали, что нам делать, потому что наше государство создано нашим народом в рамках современного международного права, а здесь вот они взяли это все, перехватили и начали от имени нашего народа говорить. Одни говорят, что мы часть России, а другой, значит, что мы там создали уже Эмират Кавказ. В этой ситуации мы понимали, что Док Умаров ушел в религиозное поле, а Закаев уже на международной арене в правовом поле, как бы, значит, как демократ, он борется, мол, против всего, он демократ, понимаете? И вот в этой демократической, так сказать, его работе в 2010
2009 году, сейчас месяца не помню, значит, Закаев приглашает сюда на Запад председатель парламента Кадыровского этого марионеточного суда, и с ними там то в Лондоне, то еще в другом, Осло, кажется, да, обсуждает вопросы совместной работы, и Закаев заявляет, что он является, значит, легитимным, и кадыровские эти марионетки тоже легитимны. Вот когда уже это перешло, как бы, значит, стало понятно, что никуда эти люди больше не хотят возвращаться, я имел в виду вот этот Закаев. И мы тогда выпустили в августе 12-го обращение от имени правительства, значит, нашего государства, воззвание, в котором мы изложили нашу позицию и сказали, что эти люди работают против нашего государства, что они, наконец, полностью открылись, и что в этот момент надо предпринимать какие-то четкие, ясные шаги в движении для того, чтобы сохранить правовую базу нашего государства, а не отдать на откуп это все Кремлю, обвинив наш народ и наших людей, которые боролись за свою страну и погибали, и у нас погибло около 250 тысяч человек, и они вот это здесь вот раскручивали. Конечно, это было очень тяжело, и до конца не хотелось верить, казалось, что это ошибочно, но так вот было на самом деле. Вот что было, вот я хочу сказать. Раз так это случилось, мы тогда собрались, исходя из того, что в 2003 году было специальное постановление парламента, ко мне обращался и президент Масхадов, и парламент, чтобы я взял на себя эти функции по работе в зарубежье. Видимо, они верили мне или надеялись, что я могу что-то сделать, и я и так старался делать, что могу, но здесь они приняли специальное постановление в декабре месяце, но опубликовано было оно только в феврале следующего года, 2004 года. А у нас, если даже и принято постановление, если оно не опубликовано, оно не считается законным и не исполняется никем. То есть в 2004 году появилось постановление, в котором сказано, что вот возложить на Ахьяда Идигова, на меня, ведение организации всей политической работы и в зарубежье. То есть это было возложено на меня тогда. Поэтому я, значит, со всеми нашими остальными людьми, которые мне были доступны, и которые не предали, не пришли на эту вот российскую сторону или не отошли от нашей Конституции, я с ними, значит, общался, и мы пришли к выводу, что нужно создать, значит, в этой ситуации какой-то орган власти из людей, которые имеют полномочия на то, потому что те другие органы, все власти не могут работать. И мы тогда решили организовать, значит, орган власти, рабочий орган власти, который работает в зарубежье, и назвали его президиум правительства. Мы не могли его назвать ни президент, ни парламент, никак. Мы назвали его орган власти, рабочий президиум Чеченской Республики Ичкерия. Почему? Потому что в нашей стране есть 3 органа власти, там законодатель, судебный, исполнитель и органы местного самоуправления. И вот эти все органы власти не могли работать в условиях этой жесточайшей оккупации, в условиях, значит, когда произошло то, что сейчас произошло, не было ни кворум, ничего. А насчет вот того, что вот был вот, значит, в 2004 году, когда Кадырова там Москва там назначала, тогда часть депутатов нашего парламента, мы не знаем сейчас, сколько их было, они были в Москве, и я знаю, что они звонили мне оттуда, и меня просили тоже приехать, то есть, видимо, чтобы я их поддержал. Я, конечно, отказался. Они тогда написали, часть депутатов написали обращение к Путину с поддержкой его
референдума, который он якобы проводил на территории оккупированной территории, так, и они там вроде подписали документ, что, значит, Масхадов, он преступник, он там принял то-то, то-то, и что мы ему импичмент объявляем. Кто там был? Мне известно там конкретно, что 3, 4, 5 человек я знаю. А остальные все отказываются до сих пор. Они скрывают, но мы просто предполагаем, кто там был. И эти люди, после того, как вот этот момент там они как бы разрешили, и здесь сюда приезжает 15 человек в Европу из депутатов. И мы с ними встречались, я встречался тоже. И там вот было такое мнение у них, они привезли, что все, кто здесь на Западе, преступники и предатели, в том числе и я. Когда аргументированно им было сказано о том, о всем, большинство из них поняло, в чем дело, что их обманули. Они заявили, что еще должны приехать 17 человек, здесь на Западе 12, и они планировали здесь провести какое-то мероприятие, то есть заседание парламента, о том, что он сложит свои полномочия и передаст эти полномочия кадыровскому парламенту. Вот такой план у них был. Но этот план у них сорвался. И вот когда они вот это все уже раскрутили, я возвращаюсь назад, в 2007 году, значит, эти два ветви между собой разъединились, и мы, значит, решили действовать в рамках нашей Конституции по сохранению нашего государства и создав временный рабочий орган власти, который имеет полномочия, значит, вести работу в зарубежье по разоблачению этой ситуации, по, значит, борьбе за деоккупацию страны и снятие этих разных ярлыков о том, что мы бандиты, террористы, незаконные, то, что навешивал на нас эти агенты влияния Кремля в пользу, против нашего государства и народа. И вот тогда, когда вот это вот все случилось, создав вот этот временный орган, мы с 2009 года действуем. В этот орган власти входят люди, которые были избраны нашим народом на последних выборах в 1997 году. При наблюдении ОБСЕ, это 57 государств Европы, Америки там, и Запада, так, и они, их представители, подтвердили, что мы законно создали и провели очередные выборы, так, и там был избран и парламент, и органы местного управления, и был избран президент и его кабинет министров. Вот те люди из них, кто фактически имели полномочия по этому, значит, признаку, мы и с этими людьми, кто является на этой стороне, которых мы знаем, мы из них создали этот орган власти и действовали с тех пор на Западе, и действуем доселе. Вот что имеется в виду по этому вопросу. Так вот, после этого Закаев там со своими вот этими, значит, сподвижниками, так скажем, в кавычках, работу не прекращали. Им в этом деле, я несомненно, им помогал Кремль, и помогали те силы на Западе, которые поддерживают этот Кремль. Как вы знаете, на Западе есть определенные там силы, которые все же как бы, значит, содействуют Кремлю. Через них этот, значит, их так называемый кабинет министров незаконно самозванно занимается этой работой. Вот что я коротко скажу, что по этому вопросу. Теперь я скажу о том, что коротко, хотя я уже говорю долго, что вот здесь мы вот создали 13 сентября вот эту платформу свободного диалога и пытались собрать этих людей, чтобы... И это мы сделали с украинцами, но оказалось, что в итоге мы... Каждый там думал по-своему.
Оказалось, что, значит, те, которые собирались, они думали, что мы в президиуме, что мы, значит, откажемся от президиума и создадим, значит, правительство, значит, в изгнании, и туда включим вот этих всех людей, которые там сомнительные личности, которые однозначно на религиозной основе еще там пытаются вот это свою линию провести, прийти туда, построить исламское государство, и другие, которые отрицали наше государство. Естественно, мы с этим не могли согласиться и заявили, что эти люди, те или другие, все, которые переходят на сторону нашего государства и народа, они должны поддержать, значит, президиум правительства Чеченской Республики, потому что это единственный орган власти, оставшийся от нашего государства, и который здесь действует за рубежом. И многие из них, значит, отказались от этого, и платформа президиума, значит, правительства, создав вот эту платформу, они уже потом решили что-то другое там делать. К сожалению, там и на территории Украины есть такие силы, которые всячески содействуют, скажем, как мы с вами знаем, есть там силы, и они об этом открыто говорят, которые тоже содействуют кремлевской администрации в войне, которая идет даже против Украины. Мы знаем, что Украина как борется, как народ борется, и все. Вот в этой ситуации, когда мы, значит, работали и делали очень много, трудились, и, правда, с украинцами, и вместе. И вот в октябре было, значит, принято, вы знаете, признана была Чеченская Республика как оккупированная территория Кремлем незаконно, и было признано, что был совершен геноцид чеченского народа со стороны Кремля. И мы пытались уже там решить вопрос, чтобы президиум правительства был бы воспринят им как легитимной властью, общее признание есть, а дальше, чтобы это признание было, чтобы это было признано с легитимными членами нашего правительства и государства, оно не идет, ему препятствуют те же силы, но там, значит, в этой Украине, там, значит, вольготно себя чувствуют некоторые люди, вот теперь, к примеру, Закаев, там он вроде создает какие-то полки, что-то другое, хотя нам известно, что это не так на самом деле, все там, которые есть, наши батальоны, все они против него, а то, что создает Закаев и его команда, это в конечном итоге оно не имеет никакой правовой основы, потому что когда надо будет говорить, кто ты, покажите ваши полномочия, у них предложить этих полномочий нет. Мы это украинской стороне говорили, они утверждали, что пока не надо, народ не поймет, но сейчас дошло до того, что такая же ситуация и у них у самих складывается. Вот это положение, и мы вот думали, что мы дальше продолжим вот эту совместно с Украиной работу. Мы работали, действовали. Кроме этого, мы работали и с другими международными организациями, другими людьми на Западе, вот, допустим, «Солидарность», которая в Польше есть, там и другими организациями. И вот сейчас... В прошлом месяце, 10-14 ноября, значит, прошел такой форум. Он был в два этапа. Первый этап был в Варшаве ко дню независимости, государственной независимости Польши, а второй был в Брюсселе, в Европарламенте, где был принят меморандум, где там мы выступали, говорили о нашей стране, как она была создана, и его причины этой ситуации. Нам нужно выйти и решить эту проблему. Наши люди на Западе все, и кто не на Западе, и дома, и кто там есть, должны все это знать. Если они не будут это знать, они не будут знать, что делать и как нам быть,
Конечно, что делать, как нам будет, это будет уже второй вопрос, но это очень важный вопрос. Первый вопрос, чтобы мы знали, в какой ситуации мы находимся. Ясно одно. Наш народ в соответствии с современным международным правом создал свое государство строго в рамках этого международного права. И это государство было оккупировано, и началось, это была экспансия, развернутая против нашего государства, не только нашего государства, но и против всех новых независимых государств, которые вышли из разваленного Советского Союза. Они напали на нас, потом напали на Грузию, Украину. Вот такая ситуация. Вот я для общего обзора вот это все сказал. Вам, кто меня слушал, всем спасибо. Извините, что так долго. Ая Дейрейсхоль, я бы перед тем, как перейти к обсуждению международной конференции, которые и у меня есть вопросы, думаю, у наших слушателей тоже, хотел бы вот по поводу Закаева вот этот твой монолог задать по этому вопросу пару вопросов. Как известно, когда Ахмед Закаев и его товарищи объявляли себя фактически президентами или главой нашего государства, тогда Дока Умаров еще не объявлял о том, что он организовывает, создает Имарат Кавказ. Ты можешь вот в хронологическом порядке вот этот момент рассказать, потому что при действующем президенте, которого, ты как сказал, обвинили в том, что он взял $500 миллионов, и после этого как бы человек объявляет себя фактически президентом. Премьер-министр у нас должности нет, ее исполняет президент. Значит, Ахмед Закаев объявил себя президентом просто из-за своей скромности, видимо, решил не называться президентом. Вот этот момент можешь рассказать хронологически, как все это произошло? И ты говорил еще, к тебе обращался Закаев. И вот этот момент тоже расскажи, пожалуйста. Ну, тогда хронологически в 2005 году ко мне позвонил Масхад, этот Закаев, и говорит, что вот давай мы тебя сделаем председателем парламента. Я был удивлен, как это сделаешь меня председателем парламента? Ну, это мы можем сделать. Я говорю, что за разговоры? Как ты, чем занимаешься? Ну, свои претензии ему. Ну, он сразу прекратил свой разговор, а я понимал, о чем он говорит. Используя сайт Чечен Пресс, так, он значит, там назначал себя, потом он публиковал какие-то там постановления, какие-то решения, и все это как бы считалось перед всем миром как бы законным, так? Потому что идет, мол, с официального сайта. После того, как со мной этот вопрос у него не прошел, из тех людей, что тогда вот были направлены сюда, и, вероятно, часть из них, которая была в Москве, когда там они поддерживали, я не могу сейчас сказать, кто из них там был, но, по крайней мере, мы можем, это можно расследовать. Никто не говорит, что они там были или не были. Они все утверждают, я не был. А на самом деле один из них говорит, что там было 27 человек, другой сказал, что их было 42. Но этот вопрос такой был. И здесь Закаев не смог, не то, что не смог, я это решительно отверг. И он тогда своим на сайте Чечен Пресс после этого публикует так называемое заявление парламента, которое называется парламентское расследование. В этом парламентском расследовании там написано о том, что, значит, сюда, мол, они приехали по такому-то вопросу, там раскрывается вся их деятельность, что их сюда направил администрация президента, и им выдали около 300 тысяч евро, и что якобы эти деньги, один из тех, который получил деньги, привез эти 17 человек, он эти деньги не использовал по назначению, а себе их присвоил, и что вот
из Москвы приехало 3 депутата, это там фамилия называется. И эти депутаты устроили у него там перед квартирой там разную потасовку, драку. И что вот они предатели, что они предат деньги, мол. То есть он, этот человек, который они называют, украл у Кремля эти 300 евро себе, конечно, но не потому, что у него это все мероприятие сорвалось, которое они хотели провести, эти мероприятия. Но деньги, видимо, он решил не отдавать назад. И вот они там обвинительно такое парламентское расследование пишут. И там они в этом парламентском расследовании значит, пишут там, председатель парламента Сараляпов пишут. Первый заместитель там Бешаев, второй заместитель пишут там Янгулбаев. И четвертым пишут мою фамилию, что я тоже как-то, видимо, нужен был для того, чтобы, значит, подтвердить, им не верят, видимо. Поэтому. Тогда я заявил, что в этом он на своем сайте публикует это все. У меня вся эта переписка, которая тогда шла, у меня она есть. И вот они тогда, значит, я тогда записал специальное заявление, в котором я просил опубликовать. Сказал, что это подлог, что этого не было, и что я в этом не участвовал. Они отказались это публиковать. Тогда я попросил опубликовать на одном из сайтов чечено-литовской дружбы. Я знал там людей. Они опубликовали это мое заявление. Скрин у меня от этого есть, в котором я говорю, что это предательство, это неправда. Таким образом был назначен Закаевым, назначен Сараляпов председатель парламента. Его никто никогда не избирал, не назначал. Они здесь делали все, что хотели, и говорили, это никто не спросит, это не надо. Хотя я с ним беседовал, говорю, нельзя это делать. Они говорят, никому это не нужно, мы вот так вот будем делать. Вот эти вещи они делали. И вот после этого, когда они, видимо, в 2007 году, когда у них вот это был спор, они что сделали? Они написали, значит, специальное постановление именно за подпись этого Сараляпова, который ничего не мог обосновать, без всякого обоснования, то, что сделал, если президент сделал то-то, сделал то-то, 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 то, а просто само устранение написано, это, которого не было. Это было 6 ноября 2007 года. А президент, как я сказал, он никакие документы не издавал, ничего не делал в этом направлении. То есть правительство еще работало, и президент работал. И мы, члены парламента, тоже, и я, мы здесь работали. Тогда, после того, когда они все это... И Закаевская команда заявляла, что они демократы, а этот доктор Умаров, что он там на религиозную основу переходит, что это преступление и все такое. Теперь проходит после этого какое-то время, и через 10 лет после этого, в 2017 году, Закаев делает заявление, что они переходят на тоже религиозном поле, против чего он был тогда, и говорит, что в 2002 году, мол, была изменена конституционизм, в котором прямо сказано, что религиозное. И он туда вроде назад переходит. То есть он теперь выступает сам против этого, то, что было. Теперь, когда он пошел навстречу там Европарламент или еще где-нибудь, или в Украине, он везде пытается сказать, что это неправда, мы демократы, а на самом деле внизу лежит документ, который четко и ясно сказано, в котором даже президент Садулаев там об этом говорит, и он на него ссылается. Вот этим делами они занимаются. Вот что по этому вопросу я могу сказать. Баркал Дейрейсур Аят. Аят, ну тогда, возвращаясь к вашей поездке 10-14 в Брюссель и в Варшаву, международной конференции, которая называлась «Непобедимый дух» против российского империализма с участием делегации Чеченской Республики Ичкерия. Как известно, вы сперва посетили в Варшаве, ваша делегация сперва посетили в Варшаве конференцию, где вы делали доклад, затем
День независимости вы в Польше отметили на параде. И после этого поехали в Брюссель. Расскажите, Аят, поподробнее. Вот, и первый этап в Варшаве, и потом, что было в Брюсселе. Я был, значит, мы приехали, скажем, 10 числа была там, значит, крупная конференция, где присутствовали депутаты Европарламента в Варшаве, так? И главной там была это Анна Фатиге, известная там в Европе, и все такая женщина, она бывший министр иностранных дел Польши, в Европарламенте, сейчас они работают. Они организовали вот эту конференцию «Поэт-элит». Она называется конференция, вот я сейчас прочитаю, значит, эта конференция, значит, мы, бывшие активисты антисоветского сопротивления и оккупированных Кремлем коммунистических режимов, боровшихся за национальную независимость, а также новые поколения патриотов уже независимых стран. То есть сегодняшние вот эти вот люди все вместе собрались, и этот вариант, эту линию поддерживал Европарламент. И там, значит, про нас что сказано. Я просто сейчас скажу, зачитаю, потом, чтобы дополнительные вопросы были. Там, значит, там сказано, что, значит, а также новое поколение патриотов уже независимых стран, образовавшихся после развала СССР в декабре 1991 года. Мы посылаем сигнал обществам других стран мира, международным правительствам, организациям, главам государств о необходимости сосредоточить внимание всех демократических сил на возрастающую опасность реванша диктаторских тоталитарных режимов. Последняя цель восстановления Российской империи в пределах бывшего Советского Союза Российской Федерации 24 февраля 2022 года начала планировала военную экспансию против всех новых независимых государств и начала с 11 декабря 1994 года, напав на Чеченскую республику Ичкерия. Там это специально отмечено. То есть, начиная со времени, когда они напали на нашу страну, с этого времени, значит, международная конференция Европарламент отмечает, что они напали вот с того момента, это было не просто нападение на Чеченскую республику, а это была экспансия, то есть ряд нападений по захвату этих стран. Дальше говорится, мы верим в неминуемость окончательного распада Московской империи и обретения многими поглощенной Россией народом право на самоопределение, на свободное развитие своей культуры, родного языка, экономических ресурсов. Военная экспансия России против новых независимых стран, уже второй раз пишется, образовавшихся в процессе развала СССР, началась с 11 декабря 1994 года нападением на Чеченскую республику Ичкерия, а затем в 2008 году на Грузию и в 2014 году на Украину. Чеченский народ создал свое государство 25 ноября 1990 года, объявив на общенациональном съезде, приняв декларацию о государственном суверенитете. А 27 октября 1990 года прошли демократические выборы власти. 12 марта 1992 года была принята Конституция Чеченской Республики. И парламент страны, приняв эту Конституцию, независимого демократического государства. После оккупации этой страны ее легитимной власти в изгнании по праву является президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия. Для нас это очень важно, что на международной арене
Европарламенте, что президент Чеченской Республики сейчас признается как легитимная власть нашего государства. Кроме этого, в 2 местах в этом меморандуме говорится о Чеченской Республике, что она как создавалась, что это было, что это легитимное государство. На международном уровне это очень важно. Вот что было. А когда мы были на конференции в Варшаве, там я выступал, там минут 10-15, я вынужден был там сказать о тех всех вопросах, и там какой-то человек вышел, выступал и начал говорить, что легитимной властью Чеченской Республики является, мол, Закаев, что он такой-сякой, он такой хороший и самый гений и великий. Он против нас был такой выпад. Но я по этому поводу тоже сказал, разложил эту ситуацию, и там выступали, там были кто? Там были люди с разных стран бывшего Советского Союза, которые страны. Это были, люди из Таджикистана, это были из Узбекистана, Узбекистана не было, Азербайджана, Армении, Грузии, естественно, из балтийских стран, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Украина, естественно, так. И другие люди, которые, западных стран и члены Европарламента, которые такой меморандум там был принят. Это очень важный документ для нас, для того, чтобы нашу позицию дальше продвигать по признанию нашего государства. Для нас сейчас важно, чтобы наше государство, которое так оклеветано, чтобы мы эту ложь, развеяли, и на Западе, как признал наша Украина, дальше продолжить, чтобы это государство было признано и другими государствами. Это основа основ. Я вам должен сказать еще одну вещь, что когда в 99-м, накануне 2000 года, собрался Госкомитет обороны, и все наши командиры, которые вышли для того, чтобы бороться против новой агрессии Кремля, которые вторгли на нашу территорию. Все планы, когда были обсуждены, они там все сказали. Вот такая мысль была нашего Темлойбуй. Они сказали, командиры, что если даже мы победим сегодня полностью эту Россию, еще раз ее скинем, как уже 4 раза опрокидывали, и сейчас мы ее и победим, то если на Западе и остальной мир не признает наше государство, это все равно будет в пользу России, они снова вторгнутся к нам. Поэтому нам нужно работать на Западе. И тогда эти люди, с которыми я был в течение, агрессии, которую называют Вторая война, хотя это была 4-я агрессия, все время на фронте с ними был. Мы делали там конференции, конгрессы собирали, постоянно с ними зная, видимо, доверяя мне, они говорят, ты должен поехать туда. Ты должен. Я это, как сейчас помню, хотя все эти люди уехали, но так как я был председателем первого парламента, а потом по разным международным организациям на Запад ездил, я был первый вице-президент ООН, такая есть организация, там руководящий комитет возглавлял, мы там вели эту работу, очень большая там организация мировая была. Они требовали, они говорят, не то что требовали, они говорят, ты должен поехать. Я поехал именно по этой линии и приехал сюда. Вот я хочу сказать, насколько значение было в этом. Все командиры говорили только об этом. То есть все было направлено на то, чтобы сказать, что наше государство должно быть признано на международной арене. А сейчас я вижу, что здесь все эти годы, которые здесь нахожусь, здесь какие-то силы находятся, которые отрицают наше государство, или те, которые хотят пойти, допустим, туда и построить религиозное государство. Ну, хорошо, если мы даже религиозное государство, наш народ должен проголосовать. А получается, не народ голосует, а эти люди хотят навязать его и сесть во главе.
то в этом случае, конечно, снова против нас обратится весь остальной мир, как это было с Эмиратом Кавказ, ИГИЛ, и нас там могут всех разбить, размотать, и все остаток наших людей отправить, я как всегда говорю, потому что это было в их плане, я это говорю. Я читал этот план, в котором сказано развеять нас вдоль Дальнего Востока и ассимилировать, а туда поселить своих людей. Вот какие планы у нынешнего Кремля, оно и есть. Поэтому мы против этого вот и боремся. Вот такая ситуация. Баркал. Аяд, еще очень интересный для меня важный момент был. Вы в этом меморандуме указали по поводу пересмотреть все дела, связанные с чеченцами, с украинцами, с грузинами, которые попали в розыск по линии Интерпол. И да, после вот этого... Да. Вот это такое предложение тоже было, значит, внесено в этот меморандум. Он есть там. Я просто сейчас его не зачитал, я его не выделил здесь, не подготовил. Но оно есть там внизу. Это тоже, что все те решения, которые, значит, принимаются по заявке Кремля, что это не должно больше применяться и должно быть пересмотрено. Это тоже в этом меморандуме есть, да. Ты прав, да. Ты об этом говорил, и это туда внесено, да. Я с ними разговаривал, все, они все согласились, и сегодня они уже мне даже вот звонили, сейчас вопросы эти поднимаются и в других странах, и они говорят, что хорошо, что мы внесли этот пункт туда, в этот меморандум. Супер. Я почему говорю, была реакция Интерпола, представитель, не представитель, или председатель, по-моему, или как он называется, директор Интерпола, сделал в коем веке, я, наверное, в первый раз слышал, чтобы он делал публичные заявления, именно после вашего вот этого меморандума он вышел, заявил, ну, такое двоякое, конечно, было заявление, но все равно была реакция, и он заявил, что у них сейчас просто... Сейчас дословно я не помню, ну, вирус, что ли, или эпидемия вот этих подаваний. Помнишь, я тебе присылал это видео? Была реакция. Кроме этой реакции, еще какую-нибудь реакцию вы наблюдали? Были какие-то сообщения? Нет, я пока ничего, мы завтра только будем собираться, вот наши люди, с которыми я общаюсь, вот эти люди со всех стран, там мы общаемся там по связи, и один из них просто в разговоре со мной вот вчера или позавчера мне об этом говорил. А так я пока что не знаю. Это уже, как говорится, дальше будет видно. Да, Мулла. Аяд, если же, дальше это будет, да, Мулла, все это будет дальше развиваться. У меня просто сейчас два кейса, которые я занимаюсь именно по Интерполу, и если нужны там просто вопиющие нарушения, видны просто невооруженным взглядом, если нужны будут какие-нибудь от меня документы или подтверждения, я готов сотрудничать с вами. Хорошо, я имею, хорошо, это хорошо очень. Еще дальше, возвращаясь к меморандуму и вот к вашей поездке, вот можешь в целом рассказать? Мы видим, что, вот, например, Верховная Рада Украины приняла закон о том, что наша территория оккупирована и что над нами, над чеченским народом совершен акт геноцида. И именно в ваших формулировках президиума, твои личные формулировки там были, которые были вот указаны и как бы при принятии этого решения. Вот сейчас я вижу, как реакция происходит от Интерпола, хотя она не такая, как я бы хотел бы ее 100%, но уже видно, что люди слышат, и самое главное, что слышат. И вот в целом вот то, что сделано президиумом, сделано вот вашей всей вот группой, которая организовала вот это двухэтапное вот это мероприятие, несколько дней вот путешествовали по Европе. В целом, что полезного и какие следующие шаги будут у вас? Что полезного было из этого и какие следующие шаги у вас ожидаются в будущем президиумом и вашей вот этой группой? Международная группа. Сейчас я хочу сказать, международная вот эта вот вся акция, она была направлена на то,
чтобы и в перспективе сейчас речь шла там не только о нашей стране, о нашем вопросе, да, но там говорилось вообще о всех вопросах. На Кавказе, на Ближнем Востоке, в Украине, в Белоруссии. Ну, все вопросы там затрагивались, и в этом меморандуме это указано. По нашей части мы что думаем? Первое, мы думали вот так вот сейчас довести вот эту вот ситуацию до наших людей, чтобы знали это в мире, чтобы знали и чеченцы, и наши друзья. Это вот я хотел довести до вас. А дальше все планы, которые мы вот пытаемся вот провести в жизнь, это главное, то, что я сказал, мы нацелены на то, чтобы нашу страну, которая оккупировала незаконно, значит, Москва, Российская Федерация, Россия, чтобы она была признана на остальных площадках мира, в странах. Если этого не будет, вся та борьба, которая там намечается, там мы придем, там вооружение возьмем. Нет, то, что есть, скажем, вооружение, мы готовим там наших людей в Украине и в других местах, чтобы они были современные воины и могли пользоваться тем современным оружием. Это нужно для того, чтобы наша вооруженная, скажем, оборонная часть была, значит, частью нашей страны, Министерства обороны, скажем, да. А решение о том, что мы придем туда и захватим, это сегодня нереально, точно нереально. Потому что нам главное, чтобы признали нас на международной арене. И первый шаг сделан. Правда, это второй. Вначале нас признала Грузия 13 марта 1992 года, а сейчас Украина. С Украиной мы пытаемся этот вопрос дальше продвинуть, как нам удастся, но вот эта вот агентура, скажем, влияние кремлевское, она просто противодействующему этому и мешает нам. То ли это вот эти люди, о которых я назвал, то ли это другие люди амбициозные, которые не признают и не хотят признавать. Вот мы тогда собирались, говорили, вы должны поддержать наше государство, нашу линию. Они, мол, не хотят, мол, мы сами придем, сами государство делаем. Это или заблуждение, или это в пользу врага. Такие вещи делать нельзя. И в Украине тоже есть какие-то там политические деятели, которые вот эту игру ведут с этими людьми, видимо, не понимая или, видимо, по той причине, то, что я говорю. Вот над этим мы сейчас работаем и будем работать и дальше. Это первое. А все остальное, это по ходу среди наших людей, которые здесь сейчас находятся. Как вы видите, война продолжается. Как видите, ситуация в мире меняется. Она меняется так стремительно, что казалось, что к лету все будет кончено в Украине. Оно не так. Вот видите, как это не идет. Почему? По многим причинам. По причинам одни говорят эти, другие это говорят. Нужно создать единую коалицию, скорее всего, для того, чтобы Украина была освобождена и не дать этой империи встать на ноги. Потому что тогда, когда она разваливалась в 1991 году, ей позволили встать на ноги и позволили ей нарушать международные права, позволили ей быть членом Совета Безопасности ООН, позволили ей творить беззаконие по всему миру, позволили. В этом, конечно, вина ложится и на остальные страны мира, которые к этому отношение имеют. Нужно необходимо, с моей точки зрения, необходимо жесткое требование со стороны остальных государств в отношении любого государства. Но здесь же разыгрывается, вы знаете, борьба идет сегодня между демократическими странами. А главное, что в демократических странах? Это то, что власть в этих странах избирает народ. И диктаторским режимами, как Россия, Китай и другие, за которых сидят
одни диктаторы уже из поколения в поколение и гнобят свои народы. Вот эти две системы власти сегодня спорят в мире. Не может диктаторская вот эта система победить. Нельзя ей дать победить. Для этого надо приложить все усилия всех, скажем, стран и народов демократических и всех прогрессивных людей. Они здесь разыгрывают разные варианты, предлагая то, это. Вы сами понимаете, сейчас Россия снова готовится к следующему шагу и помогает им. Мы знаем, кто эти страны, о которых мы говорим фактически. Что делать в этой стране? И какое место в этом, скажем, мироздании наше, чеченское, но мы об этом думаем. В то время, чтобы мы были как-то завязаны с другими странами. Нам необходимо, как мы вот планировали на Кавказе, объединиться, чтобы страны объединились, чтобы сделать там вот как так было по мечте, которую тогда мы собирались, этот Кавказский дом. А не пытаться создать, вот я скажу, там конфедерацию народов Кавказа или Горскую республику. Это фантазии, которые людям навязывают эти вот компании, потому что невозможно в современных условиях, создать ничего, то, что, допустим, не находится в плоскости современного международного права, потому что там все прописано, что как и должно быть. Есть принцип международного права. А эти, когда говорят о Горской республике, о этой конфедерации или еще что-нибудь, а конфедерация так-то, нам известно, это КГБшная организация еще с тех пор, с 90-х годов. Они ее хотят возродить. И кто на ее сторону становится, известно, кто они и какую цель они преследуют. Поэтому что мы должны понимать, что это такое и как, и с чем его едят. Если мы это не будем понимать, мы не будем знать, что нам делать. Мы должны просвещаться, наши люди, наши молодые люди должны понимать, что завтра это ляжет на их плечи. Сегодня мы им говорим, вот такая ситуация, будьте внимательны, изучайте эту ситуацию, тем более вы находитесь многие на Западе, смотрите, что происходит, будьте активнее, вот что нам нужно. И надо вот те, которые мы сидим и ждем, что мы вот, допустим, вот так вот, я понимаю, тяжесть, которая на нас есть, на наш народ тем более, что делается там 37-е, 33-е годы. Но все равно мы должны как-то бороться, все равно мы должны как-то противодействовать тому, что есть, чтобы наш народ, они вот так не изничтожали. Мы должны обязательно эту задачу решить, исходя из того, что есть современное международное право, это мироздание, и не должны вот эти ярлыки, которые нам пытаются навесить здесь на Западе, которые сегодня, вы знаете, там того убили, это убили, под предлогом вешая это на весь народ, позволять это. Мы должны решительно дать этому отпор, а у нас есть здесь силы, которые поддерживают это. Есть люди, которые этому, способствуют, мы знаем. Мы им говорим, нельзя это делать. Нет, они всячески не понимают, что происходит, не понимают, что это нереально. Эти вещи говорят. Мы их должны тоже образумить. В основном это обманутые люди некоторыми лидерами, которые вокруг них находятся. Поэтому мы должны вот это все понимать. Баркалдерес Аят. Аят, здесь задают вопросы по поводу того, чтобы, предложение от Хамзата Гилаева, нашего модератора, по поводу того, что вы собираетесь ли вы, Алла, президиум, поехать в Украину? И собираетесь, можете рассказать нам об этом? Но я скажу, что мы в Украину собирались поехать уже с прошлого года, с мая месяца, да. Мы там как бы нежелательны, понимаете, нежелательны.
Мы же как бы, значит, пытались с тамошними людьми, кто там у власти или около власти, они все так и препятствовали нашему приезду туда. Но мы не можем приехать туда и ходить по разным местам. Мы должны, если есть признание, мы должны встретиться на официальном уровне, а не просто там тайком пробраться туда. Согласитесь с этим, правильно? Конечно. Поэтому, исходя из этого, мы еще, я говорю, что в мае месяце прошлого года отправим туда наши документы на визы. Мы ничего не получили до сих пор. Значит, там происходит что-то такое, что я говорил, что мы нежелательно. Вот наши, то есть там идет внутренняя вот эта борьба, и действительно это идет на военном поле там, значит, да, и на политическом, и информационном идет в Украине борьба. Не просто военная только, а еще вот эти, еще два остальных момента. И это, скажем, их противостояние, там лежит и наш вопрос. Вот, конечно, мы собираемся и хотим поехать. Отлично. И вот тут вы рассказываете по поводу того, что вот поехать сейчас и начать боевые действия, это неправильно и непродуктивно. И за эти 20 с чем-то, 30 лет уже с нашей объявления независимости 91-го, 33 года уже прошло, 32 года уже прошло, более 33 год. За это время нас, кроме вот Украины, Верховная Рада, только Грузия признает. Есть ли вероятность, что нас не признают, что вот они скажут, да никакой, у них они постгеноцидные, и у них там бойцов немного, народ малочисленный, их признавать, пусть остаются в составе России, как всегда это хорошо. Здесь вот есть международное право, оно есть, и, значит, демократия, она есть или нет, мы исходим из этого. И более того, мы исходим... Не было. Да. Игнорировалось. Международное право игнорировалось. В отношении нас оно откровенно игнорировалось всеми участниками. Значит, здесь игнорирование идет не только это есть правила, которые, значит, заключили между собой все эти 200 с лишним стран, которые есть сегодня, да. А я скажу вот по поводу того, что малочисленно, территории мало. 40 стран мира по территории и по количеству населения меньше нас являются независимыми государствами и членами Организации Объединенных Наций. Так что для нас там в этом смысле открыт весь путь, да. Более 40 даже, 40 я буду говорить. В мире 5000 стран, то есть 5000 народов. Из этих 5000 народов все, что получили право на самоопределение, сказано, что все народы имеют право на самоопределение. Да, но там же уже дальше, там в другом месте сказано, что право на самоопределение народа не является односторонним актом. Это что означает? Это означает, что есть вот какое-то государство, допустим, Германия, да, и какая-то территория там заявляет, что она провела референдум и хочет выйти из этой страны, создать свое государство. По всем международным правам она все это сделала, допустим. В чем вот сила нашего вопроса? По всем международным правам они сделали, да? И теперь сказано, что это не односторонний акт. То есть разрешение теперь им должна дать власть самой Германии. И если власть Германии не даст, даже если они референдум все провели, это разрешение, то эта территория не может стать отдельным государством, потому что таких 5000, скажем, около 5000, так? Да. То есть вот так они это закольцевали. А вот в нашем случае с вами, да, это исторический шанс. Вообще это будет в жизни или нет, больше неизвестно когда. Это Вандал Дель Солдус. У нас тот, кто должен был нам это разрешение дать, Советский Союз, сам исчез. И поэтому появилась наша страна, и эти страны, все вот балтийские,
Азербайджан, Грузия, Казахстан, Украина. И мы в том числе. И поэтому от этого мы не можем никак отойти. Отойти от этого, это будет преступление перед своим народом. И те, которые говорят, нам это не нужно, мы там другое государство построим, это говорит о том, что они хотят выйти из сегодняшней территории России, что мы являемся частью России, и оттуда выйти и построить. Им что, Путин разрешит теперь выйти оттуда? Нет. Понимаете, где какая загвоздка хитрая? Этого не может быть, потому что Путин не разрешит, он наоборот захватывает, не разрешит это. Они говорят, вот сейчас Россия развалится, все. Да. Это такая штука развалится. Нет, это еще вилами по воде писано. Посмотрим, насколько это сегодня, вот видите, как насколько все как бы не шло, оно не двигается в том направлении. Ясно, что нужно было бы, что Украину освободить, и этот принцип нам был бы очень полезен, нам тоже. И в этом ключе нам нужно признание остальных государств. И мы должны себя здесь на Западе вести таким образом, я имею в виду чеченцы, чтобы не позволять вот эти вот разные, значит, возможные обвинения в наш адрес, которые на нас сыпятся, конечно, через Кремль, обвиняя нас. Если какой-нибудь там мальчишка что-то, какое-то преступление совершил на религиозной основе, я уверен, это сделано через какие-то вот специальные спецслужбы и накачав его чем-то. И потом это на нас вот это накидывают. Мы должны с этим бороться тоже. И чтобы с этим не бороться, и чтобы мы единым фронтом здесь не выступили, здесь созданы вот эти вот несколько таких движений, там вот это Закаевская, потом там другая, третья, и нашу власть легитимную тоже они хотят туда вписать. Нет, мы не являемся, легитимная власть нашего народа не может быть общественной организацией, ни партией, ни кем. Мы являемся той власти, которая избрана нашим народом и признана еще ОБСЕ в 1997 году. Специально есть постановление, резолюция или как-то подтверждение тому. Поэтому эти люди или, значит, это слишком амбициозно, их амбиции должны быть преуменьшены. Мы не можем им идти на уступку больше. Ни шагу не можем идти им на уступку. Все. Мы должны открыто говорить об этих вещах. Мы сколько ни говоря, они это не хотят понимать и себя выдают за какую-то власть. Все. Понимаете? А я вам разложил, какие они вот это. Все, что я это говорил, все, под это есть документы. И приняты не нами с вами, а ими принятые, и которые являются незаконной с точки зрения международного права и нашей Конституции. А мы создали свое государство строго в рамках нашего государства. И строго, я имею в виду, строго в рамках международного права. Так? И не, как говорил наш первый президент, так, что комар носа не подточит, так говорил Жохар Дудаев, я помню. Так что оно так сделано. И это нельзя никому уступать. Никто не может говорить, что вот Конституцию мы возьмем, выбросим в печь, сожгем, мы нам другое государство построим. Это что такое? Это вообще невероятные вещи. И мы не должны на эти уступки идти, и с этими людьми никакое не может быть у нас сотрудничество и что такое другое, потому что они тем самым вообще на весь мир позорят нас. Это что такое? То, что вот так вот дано нам свыше, и вот так мы создали свое государство, они с этим заигрывают, как будто бы они здесь в чем-то какую-то роль имеют от нашего народа. Нет, они никакую роль не имеют и не могут иметь. Баркалшин. Эд, у нас тут Эд задавал вопрос, поднимал руку. Эд, прошу тебе слово, можешь задать свой вопрос. А также все, кто желает, можете поднять руку. Здесь такая функция поднять руку здесь в Telegram. Кстати, напоминаю, Telegram это фашистская программа, поэтому тот, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия и в фашистской России,
берегите себя и заботьтесь о своей безопасности. Так, Эд, задашь вопрос? Или кто-либо другой, кто хочет, можете задать вопросы, друзья. Сейчас уже время нашего стрима подходит к концу, еще, может быть, какое-то время мы будем, но люди собираются, просто мы планировали час, но мы уже сейчас 1,5 часа больше в эфире, поэтому, если есть время, еще бы можно было послушать. Ну, если есть вопросы, давай отметим. Скажем так, Аслан, что говоришь, это фашистская программа. Это фашистская программа, и не фашистская, все подконтрольны им. Так что здесь люди все они не могут прослушать. Да, конечно, может быть это так, об этом они могут свободно говорить. Там любой, они даже, как ты знаешь, заходят этот Пентагон, сайт Чубел, и Малиадоахар, Асаш. Да. Давайте, если есть вопросы, задавайте, пожалуйста. Нету вопросов? Так. Ну вот Эд написал вопрос. Кто-то там говорит, слышишь? Давайте. Нет, никого не слышно. Никого нет. Вот я сейчас зачитаю вопрос. Я слышу, смотри. Ага. Вот прекратил он. Алло, говорил кто-то. Да, может, это эхо было. Ну, смотри, тогда я зачитаю вопрос Эда. Спрашивает Эд Мамедов. Салам всем свободным людям. Вопрос: как вы думаете, нужен ли закон, кто представляет народ Ичкерии и говорит от имени народа, должны пройти фильтрацию, полиграф и тесты? Как вы думаете, нужен такой закон? Значит, что нужен ли такой закон? Зачем такой нужен? Для этого закон нужен. Это нужно нести в закон о выборах. А когда мы будем делать выборы, тогда к этому и придем. Вот когда закон о выборах президента, парламента, органов, туда внести это надо, если это надо будет. А нужно или нет? Ну, закон о иллюстрации – это другое, это по итогу прошедшему закон о иллюстрации. А это перед тем, как они вступят на этот путь преступный или непреступный. Мадус, да? Так вот это. Я так думаю. Нужен он или не нужен. Конечно, если бы мы могли действительно верить этому всему, то можно, конечно. Надо опять подумать. Я здесь не специалист и не понимаю до конца. Может быть, это и нужно, а может и нет. Кто его знает. Это уже потом будем решать. Я так думаю. Да, ну я полностью поддерживаю полиграф. Так, это чисто мое мнение. Что делать Ичкерии? Скажите, народ Ичкерии. Перед народом Ичкерии будут поставлены вопросы дальнейшего пути, как жить в этом мире, говорит Ислам Азиев. Я не совсем понял. Кто может поставить? Кто перед ним стоит задача выжить, правильно? Сохранить и свою территорию, на своей территории, чтобы мы могли развивать свою культуру, язык, традиции, экономику, значит, учиться. Вот это стоит перед нами, вот эта задача. Перед нами ставить ситуацию, эту задачу. Какие-то. Наш народ провозгласил в 90-м году и декларацию принял. Вот и все. Что это лишь думался. Да, выбор народа, и вот по этой линии мы и должны идти. Да. Так, будут еще, нас сейчас смотрят и в ТикТоке, и в Ютуб, и в Телеграм. Да. Около 150 человек, поэтому если есть вопросы, друзья, не стесняйтесь, задавайте. Если вам не хочется говорить, то можете написать комментарий. В YouTube у нас идет трансляция на канале Реалити, и я зачитаю ваш вопрос, если не хотите говорить своим голосом. Так, United Навчи. Так, United, слушаем. Да. Аслан, кто там здоровался с тобой? Да. Салам. Да, валейкум салам, я не слышал салам. Ну вот, United Навчи включил микрофон. Пожалуйста, United, слово тебе.
Громче. Джимчоу Диса, Сош. Хатар, государственная религия ислам, пункт юг, ич, мацара, ехош. Да. Это шихатар, полотига. Это как понять простому обывателю, что это означает? Религия для государства или государство для религии? Трактовка, пункт, статья, трактовка, с точки зрения юридического оценка и вообще. Все, это распространенная такая мифологема, которая распространяется, что, хотя там есть много других статей в Конституции, которые дополняют и эту поправку, и другие. Ну вот здесь очень часто вновь и вновь люди, которые не очень хорошо разбираются в нашей Конституции, пытаются вот этот момент сказать. Можешь разъяснить, что имеется в виду, и вот эта поправка, насколько она влияет, и насколько наносит она вред, например, или какая-то польза от этой поправки? Значит, по этому поводу это вопрос там задают. Я знаю об этом, кто этим вопросом обеспокоен. Видимо, они думают, что наше государство, оно религиозное, а в нашей Конституции статья номер 1, основная, да, там, значит, сказано, что суверенное и независимое демократическое правовое государство. Вот это и есть основа нашего государства, на которой должны следовать все другие статьи Конституции, естественно, все законы и все решения, которые принимает Сенат. Принятие вот этого момента в одном из подпунктов, в котором сказано, что ислам является государственной религией, это говорит о том, что наше население, скажем, 99%, это исламское население, и в этом направлении, как и в других странах, допустим, вот европейские страны есть, да, вот западные, у них вот возьмите вот эти королевства все, у них там эта религия там государственной религией является. От этого они не становятся диктаторским режимом. Для нас важно, чтобы наша страна была демократически правовое государство. И вот это всего лишь является основой для того, чтобы мы могли этого не бояться. Более того, во всей дальше Конституции, там в 2-3 местах сказано о том, что это как бы всем остальным религиям, конфессиям позволяется полностью исполнять свои обряды, там, отводить, делать, все делать. То есть, и все должно, в Конституции сказано, все, кто есть, каждый гражданин должен подчиняться нашим законам и Конституции. Все. У нас нет на основе вот этого пункта, который постоянно там выставляют некоторые деятели, у нас нету никакого закона в развитии этого, скажем, пункта, который внесен в один из разделов. Нет отдельного специального такого пункта о том, что у нас является государственной религией. Оно просто вставлено. То есть только в том смысле, что мы говорим, здесь есть тот момент, что наше население исповедует ислам, измедацис. Вот это надо понимать.
Баркал, Аят. Еще могу сказать, что и в Декларации Соединенных Штатов о независимости, и в Великобритании, и в Израиле, и на деньгах американских везде упоминается Бог, вера, и ничего в этом страшного нет. Мы, как Аят правильно заметил, подавляющее большинство мусульмане, и ими останемся, как бы кому не хотелось. Поэтому ничего в этом такого нет, друзья. Не обращайте на детали вещи. Давайте думать о глобальном, о большом, о главном. То есть, главном. Ну, здесь... Да, говори. Да, Фавейля. Значит, вот это в части 5 статьи 4 Конституции ДОС, но это нужно понимать лишь как обязанность государства проявлять заботу о прогрессивном развитии ислама, прогрессивном, чтобы ислама как религии подавляющего большинства всего лишь этого. А они здесь это пытаются выставить, как будто здесь чуть ли не приняли это. Нет, этого нету. Если это было бы, после этого были бы приняты законы по этому вопросу, там постановления, в соответствии, а это все противоречит нашей Конституции, то, что я сказал. Все. Конечно. И была бы отменена Конституция, был бы введен... Да. Вот как, а зачем тогда, если... Да. Вот я говорю. А зачем тогда они в 2002 году якобы об этом говорил этот... Президент не Масхадов, а говорил. Масхадов-то никакой там документ не подписывал. Они все многое, что там он не делал, они там за его спиной все, что он сделал, что он идущий царь. Я это знаю. Конечно, ошибки были со всех сторон, но если главным не ошибаться, основном не ошибаться, есть ошибки, которые непоправимы, есть, которые поправимы. И вот она в этом плане, они эти люди, это должны правильно понимать. Оно, значит, это положение должно быть истолковано таким образом, что государственные органы могут быть заменены какими-то религиозными органами. Понимаешь, это же нельзя, у нас же не заменено, у нас все как было, государство, до последнего у нас все кабинет министров, все оставалось. А где они заменены? Нигде не заменены. Поэтому эти разговоры просто... не стоит этого особо и бояться. Вот как ты сказал, и в других демократических странах это даже есть. Вот и все. Конечно. Да. Дальше тут сейчас, подождите, тут сразу про религиозная тема. Я вижу, сейчас уже руки поднялись. Хотя у нас тема не обсуждение религиозных конкретно тем, друзья, поэтому давайте будем... сейчас я вам дам возможность. Сейчас я хотел бы еще тут несколько вопросов от Эда Мамедова, который он ранее уже написал. Еще вопрос. Сейчас Ичкерия оккупирована, и молодежь зомбирует. Какая нужна работа просветительская с молодежью? И как вы думаете, нужна ли военная база США в Ичкерии? Так же, как вы думаете, Ичкерия будет подавать заявку вступления в НАТО? Мы говорим о вещах, которые являются, скажем, перспективой потом. Нам нужно, чтобы сейчас нас признали, а когда нас признают, и мы будем суверенным государством, которое признано и другими государствами, то эти государства могут заключать разные договора. И вот о том, о чем вы говорите. Но пока что Грузия признала нас, это государство, которое признало нас, там они совершили государственный переворот, захватили власть диктаторы. В Грузии, вы знаете, да? Сейчас в Украине признание есть, так? И здесь тоже идет борьба за это. Там нам нужно бороться, чтобы между наша молодежь просветительская, чтобы это все было. Вот мы сейчас этот стрим, или как, говорим сейчас, ведем, рассказываем, да? Это как раз и есть то, что молодежь, мы будем статьи читать, смотреть, говорить, пожалуйста, мы должны понимать, что
Баца, другого пути нету у нас. Иначе у нас или в пропасть совсем, или выжить. Вот как стоит вопрос нашего народа и нашей государственности. Баркал, так, Дават Ислам. Да, он поднял руку, давайте дадим ему слово. Дават Ислам, пожалуйста, тебе слово. Алейкум салам. Можно погромче чуть-чуть, Дават? Погромче чуть-чуть. У меня вот вопрос о Франциске, он говорит о международных правах и так далее, и так далее. А какие международные права идет, когда... Что Хеза? А вообще дикция Хеза. Пожалуйста, сделай что-нибудь, может, погромче или ближе к микрофону. Вот Тинс Хезон. Вопрос повторяю. Какие международные права, если эти права нарушаются, и все, кто вот это Национальный союз и так далее, если они все, так скажем, лицемерят? Хорошо, понял твой вопрос. Над этим мы всегда думаем, Давлат. Но вопрос вот в чем. Что они эти права, это международное право, все это приняли в мире. Это приняли так называемые великие страны. Эти очень мощные страны, которые имеют. А наша страна, наша территория, если мы себя, значит, не обозначим как государство, на этой территории не будем хозяева и не будем учить свою молодежь и подрастающих поколения, да, то мы совсем загнемся. Если они это нарушают, мы можем, и нарушив это, у нас есть военная и физическая или политическая сила, чтобы точно так же нарушать и сохраняться. У нас этого нету. Для нас вот признание нас и действовать в этом ключе, это и есть наш политический ресурс. Это и есть важный ресурс для нас. Ресурс. Ведь ни одна страна, ни одна вот эта республика, которая есть сегодня в составе, скажем, России, так, они же не имеют того, что сделали мы. Понимаешь? А от того, что они это нарушают, мы тоже так не будем нарушать. То, что сделает слон, не может сделать, скажем, моськлесом. Мое положение, что данное положение, что атааню царь всячески от России пал Айзошвейн. Понимаешь? Они не только на нас это гонят, вот эту всю силу, они на нас, потом на Грузию, потом на остальные Масар, Мабуш. Поэтому нам надо держаться вот за это. Вот это. Это и есть тот ресурс, который у нас есть. Наш ресурс, наш народ, наша декларация, наша конституция, наше созданное государство и следование международному праву строго. Это ресурс. Если мы с этого пути сойдем, с этих рельс, которые, да, то мы вообще окажемся в пропасти. И доход за Андавлад. Понимаешь? Баркал. Так, первым поднял руку Ханк Фрост. Давай, Ханк Фрост, тебе слово. Микрофон. Алло, тягай. Машу Дума Сергей. Так, вопрос по поправке 4 статьи. Да, Ханк Фрост, давай одно и то же мы не будем. Только что ответили на этот вопрос? Нет, не ответили. У меня конкретный вопрос. Кто инициатор этой поправки? Когда была внесена эта поправка? С какой целью была внесена эта поправка? Кто инициатор изъятия двух абзацев с этой 4 статьи, 2 и 6 абзаца? С какой целью это было сделано и когда это было сделано? Хорошо, я понял. Значит, эти вопросы, это инициатор, кто и что,
Это имели все, кто вот имел право это поднять. Это имел право президент, Верховный суд, прокуратура. Есть, которые могут вот вносить вот такую... Есть и депутаты парламента. Кто бы не вносил это, кто бы это не говорил, допустим, не только это, и другой, любой, парламент может проголосовать за или против, и все. Понимаешь? А кто там, сейчас я не помню, кто конкретно, но ясно одно, что было настроение тогда такое, да, что весь мир от нас отвернулся, Дирик Дуня от нас отвернулся, дал мне то есть такие религиозные настроения были, а я более того скажу тебе, что были настроения религиозные до такого уровня, что вообще изменить мусульман почал изменить езер. И это не прошло, это было, вот такое было-то, если ты был тогда там, я не знаю, ты, наверное, молодой человек, или, может быть, нет. Но так вот было. Зачем изъяли... Совершенно верно. Самое интересное, что этот вопрос поднимает Сободыр Абехмобилат, Ахан Просуна, просто вот одно и то же вы говорите, мне это надоело. Я понимаю, что вы делаете это целенаправленно по дискредитации Аяда Идигова, нашего президиума, потому что до того, как я начал поддерживать, как Аяд Идигов начал об этом говорить, вы как бы обходили этот вопрос стороной. Сейчас вы просто пытаетесь вот одно и то же повторять. И боретесь вы с мусульманами. Вместо того, чтобы бороться с ФСБ, с Россией, с Кремлем, вы боретесь с мусульман-ваххабистами, там, третьими, десятыми. Поэтому, может быть, вам уже хватит уже одно и то же повторять. Хали Галя, я тебе слово даю, только... сейчас, две невидевицы у нас вперед, тут просил слово. Я ему слово даю, только чтобы не возвращаться к одному и тому же. Мне, к человеку, который уже разобрался в этом вопросе, и уже несколько раз я ответил на этот вопрос, мне просто неинтересно это. Бехмобил, но давайте будем говорить по теме, не высосанные из пальца проблемы будем мы сейчас тут обсуждать. Кстати говоря, сейчас только что Аяд Идигов сказал, что творилось в нашей республике, именно вот представители так называемой Чеченской демократической партии были теми радикальными ваххабитами, которые были против вообще Конституции и демократического государства, которые сейчас говорят человеку, который стоял все эти годы на страже Конституции, почему внесено это, почему внесено то. Поэтому этот вопрос, что ж, Бехмобил, давайте мы перейдем к другой теме. Веня Видевица, тебе слово. Он что, микрофон латяй, Веня Видевица. Давай. Громче. Хорошо, я отвечу на вопрос. Давай. Пусть дает вопрос. Давай. Да, лучше. Давай, что, Алла? А? Плохо, но можно слышать, да. Давай, говори. Вал, давай. Хватит. Амин. Wij pakken ook een aardig voetbal vleesvoer. Wij nog iets mensen doen dat starozillen hoe gaat ze met de uitje. Ja, dat hondeus en dat je wel. Maar nog iets raar het zit hier en op dat kus wij zitten aan dans de zuur doen. Moest al din doen. Wij moeten zo al stemmen уничтожения. Система самоуничтожения. Вы на самом деле. И вышел канал, вы Франция, Хамасана, Кварту, что ждет, швейцарина, будто Люкас Миштер, Эдал, до Кварту, что что где возник, где был. Мама, делают читать. Уже сказал, что тогда Сами метя, я языки амац, я пьютер.
и осудиться, и порицаться, и нагадать, свой ключ фундация, да он фундация, это эшел хизмарат. Если что наха, сама и акты. Нагадать, и вот он бачу, раз и я там бушум. Kan je net dat Israël met wat? Ja, gaat dat wel. Echt die Oostergut. Hoe gaat die weerbossen? Zo kan hem dat dus naar open. Naar de dag doen. Ik wil dus schatten. Hij echt te doen. En hij wil echt doen. Ja, wat is dat? Ik kom het zo voor. عسيو خاطر دين عشان خاطر جوب شون خرطي سلوش ترجил, морожил и что дальше. Ближе к теме, а вопрос задать не надо, Дикадр, но ничего, умадать, в следующий раз так сделаем. Значит, по поводу вот этих вещей, я делал специальные заявления, видите, и устно сделал, и письменно делал. Ты не прав здесь, видите? Я участвовал в этих мероприятиях, даже попытки, значит, сделать судебное разбирательство адвокатское, ну, то я в этом участвовал. Но другое дело, что ты это не читал. Видите? Я это делал, да, мы ожидали, мы не могли, свое мнение мы говорили, так, осуждали или, значит, противодействовали, говорили. Вот сегодня мы тогда, когда это творилось тогда, что возможность яться, интансом примерно, даже интернет, даже сайты ищяться, эти моменты были. Но мы всегда осуждали это. Вот, допустим, я сейчас не буду тебе называть это дело. И так, у кого там создается впечатление, да, это хорошо. Но эти, которые создают впечатление, да, тоже должны свое мнение говорить, а не сидеть в заперти тоже. Я вот говорю, я тебе вот сейчас вот это пример рассказываю, да, должен. Моя задача в том, чтобы не то, что вот это делать. Каждый гражданин, он должен, придя в эту страну, он должен соблюдать законодательство этой страны. Сейчас соблюдать, дашваться. Я говорю, как говорится, страну переехать, надо переехать, или в исламскую, или в другую страну. А кузахау хайра керстне нападуш, а чола деградация, это дуча и пальцы будешь легче. А я это понимаю, я это писал об этом. Это провокации, все эти, которые были дела, это были провокации Кремля через Ближний Восток, через друзей их. Видите? Через их друзей, которые сидят там во главе этих диктаций, режимов исламских так называемых. Мы это знаем. Мы знаем, что они засылают, мы знаем, что они их готовят, мы знаем, это мы все знаем хорошо. А ты мне говоришь, тут. Нет, ничего, и дальше. Ты когда-нибудь выходил со мной на связь, говорил, вот, выходи на связь, давай говорить, давай действовать. И все. Видите? Это не значит, что мы... Я же сейчас с тобой на связи, а ты мне отворот-поворот, ты очень грубо мне ответил, сказал, что я тебе характеристики сделал. А я тебе задал просто вопрос. Благодарю тебя за ответ. Дал я тупо, рисуй. Ну, давай, Калмавиш, давай. Не надо мне, я без тебя это обойдусь. Давай, не надо говорить вещи. Религиозно, я на своем канале, приходи, мы с тобой пообщаемся. На твоем канале, какой у тебя канал, я не знаю, понимаешь ты? Да, человек, изменив голос, говорит о каком-то канале. Ну, не знаю, он, может быть, в целом, это как-то, если мы могли бы это все сделать, так, если бы мы могли единым фронтом здесь организоваться на Западе, а не разделив на те, на эти, каждый, здесь дело вот в чем, я вам скажу всем. Каждый хочет, каждый, который здесь. Вот что, все хотят против власти сесть на голову нашего народа. А чтобы его общее, я здесь спасаю народ, так давайте спасать вместе, объединимся под тем решением, которое принял наш народ и на основе наш язык. А говорят, чурвиш, ты мне ответь, не отводича, что нам Бех Курбац, он, видимо, там расстроен.
Не знаю. Вот такая ситуация. Так, Ладно. нам сейчас тут Шарани Азиев поднял руку и просит, так, пожалуйста, Шарани, тебе слово. Аят, еще побудем или уже можно закругляться? Ну, на ваше усмотрение, если нету, то давай закругляйся, если есть, тогда давай ответим на вопрос. Ну вот Шарани сейчас я дал возможность. Шарани, вы стулья? Шарани. Так. Ну вот, не говорит. Шарани говорит, давайте, хали гали вистули твой, хан просто вени види, хиллавист, мы знаем, о чем они говорят, слушать не умеют и перебивают еще. Давайте, хали гали. Я думаю, ты тоже тоже по Конституции будешь говорить, да? Ну, пусть Хали, говорит. Гали, тебе слово. Да. Хали Гали. Хали Гали. А микрофон, Лехтион, мы тебя слушаем. Валик салам. Я вот много слушаю, знаете, как бы, блогеров там, да, особенно евреи, это там, Дашевский, Любарский, Ванштейн, там у них континент есть клуб, Табаха, и вот только Табах говорит о чеченцах и как бы, пытается о них высказать, но почему-то, а вот если я им предлагаю, то они говорят, обижаются вот на тебя, Аслан, что ты, говорит, там их в съезде в Карпачах обозвал всех КГБшниками, короче, вот они на тебя из-за этого обижаются, понимаешь? И вот я вот хочу узнать, как у вас вот в Америке, ваши, как бы вы продвигаете, пытаетесь продвинуть, почему вот, с евреями, как бы, есть ли вот общение, чтобы вот, как бы, вот они и Америка, чтобы вас признали. Как вот в этом отношении идет движение? Хали-гали, да? Да, еще вот в Европе тоже такие выступают, знаете, есть во Франции Ирина Островская такая, вот она тоже, вот, знаете, такая, радуется, что там чеченцев высылает, понимаете, это в Россию, я говорю, я им пишу, что, говорю, это же на смерть высылаешь, что же это самое такое, она, типа, не всех же это самое, я не за всех, типа, радуюсь, понимаете, вот такая, Хали-гали, простите, вы Шамиль, который из Петербурга? Да. Ага, все, хорошо. Спасибо за вопрос, Аят, пожалуйста. Да. Мы по национальному признаку не делим это, да. Для нас, конечно, сама страна Америка важна. Значит, говорить о том, что там евреи или армяне или грузины, любые нации, да, среди них всегда есть положительные люди, есть отрицательные, как всегда, какой-то процент. Поэтому мы, конечно, понимаем, если бы нас признала бы, допустим, Америка, то уже остальные страны начали признавать бы автоматически, это понятно. Но у нас вот эта проблема, потому что нас вот изнутри нам вот это вот пытаются навязать вот это противоречие, и вот говорят, там обвинения несут. Те, кто там говорят, что мы, значит, террористы, бандиты и все такое, это не может относиться ко всему народу. Конечно, в каждом народе есть такие люди, и в еврейском, и в другом. И в России то же самое. Мы знаем, что и в России есть такие люди. Поэтому, да, мы, конечно, к этому как раз-таки идем. У нас вся, как говорится, платформа или направление идет туда, чтобы нас признала и Европа, и Америка. Вот я же говорил об этом, это важно. А для того, чтобы признала нас эта страна, и мы должны здесь как бы, значит, действовать, себя вести таким образом. А здесь нам устраивают разные
вот эти вот противоречия, и за ними стоит рука, как говорят, Москвы. Хотя это смешно, но всегда стоит. Она стоит через исламские государства, диктаторы, которые они дружат так со всеми исламскими странами, они дружат практически. Это еще с какого года? 67-го года, когда была шестидневная война, вот помните тогда, Израиль там выиграл, вот с тех пор они еще более настроились против Израиля, Россия настроилась, так, и со всеми этими диктаторами, другими режимами они дружат. И мы понимаем эту ситуацию, и дальше будем действовать. Наша задача вот именно та, которую вот я здесь обозначил. Так что здесь мы не разделяем это, стремимся дальше двигаться. Вот видите, здесь люди там разные вещи говорят, там то сделали, это сделали. Я считаю, что это нормально, с одной стороны. С другой стороны, они уже у них разрываются, как говорится, легкие, кричат, вот это. Вот вы видите, это настроение такое по-разному. Но в целом идет, по большому счету, идет борьба как бы за власть даже на этом уровне. Мы, как бы представители власти, которые мы, когда освободится наша территория, признана будет, то там должна быть избрана новая власть. А здесь, не придя еще туда, делить шкуру неубитого медведя. Вот в чем вопрос. А мы говорим, не надо это делать, давайте объединимся вместе. Но среди этих людей есть агентура вот, влияния Кремля. Как она есть и в самой России везде, и здесь по всему миру. Они этим занимаются. Вот и все. Баркал, Аят. Здесь еще один вопрос задает. Вы знаете биографию Закаева после школы до 90-го года? Но это, наверное, к Мусе Таипову такой вопрос. Он его был другом. Но биографии кто-то задает, тот и должен ответить надо. Или мы не знаем его биографию, нам зачем его рассматривать? Мы все аборигены. Мы не знаем. Я не знаю, допустим. Я знаю его где-то с 93-го, 2-го года, вот так вот. Ну, где-то он театральном учился вроде бы, да? А? Учился на театральном где-то, есть в спектакле, один спектакль. Ну, это уже другие вопросы. Это как вопросы Арестович. Как Арестович получается. Немножко актер, немножко шпион, немножко разведчик. Так, есть еще вопросы, друзья. Мы слушаем ваши вопросы к Аяду Идигову, сопредседателю Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, единственному легитимному органу власти. Штаты помогали нам в войне, спрашивает Шанхс Зе Могер. Штаты помогали нам в войне с Россией против нас. Они давали России кредиты, они давали им миллиардные это, говорили закончить там войну малой кровью. Это Клинтон говорил. Это было их, думаю, что они сегодня поняли, что они ошибались. Поэтому мы на это и уповаем, и говорим, что это Россия, она такая страна, которая никогда не будет демократической. Никогда. Потому что она держится на штыках и бесправии. Вот и все. Баркал, так, еще есть вопросы? Так, Ханк Фрост настырно добивается. Еще раз дадим ему слово. Давай. Да, по другой теме поговорить, надеюсь. Ага. Давай. Что он? На любую тему, пожалуйста, пусть говорят, но только не нервничать. Никакой другой темы нету. Эта тема актуальна, и народ требует ответа. Кто это народ? Это вы, что ли? 5 человек это народ требует. Вам же ответили уже, Ханк. Несколько раз ответили. Асан, дай им сказать, я отвечу. Давай, пусть как говорят. Грубить не надо только, что такое? Да, и вы тоже, кто, я не знаю кто,
Ну, там, вы одно и то же говорите. Смотрите, спокойно, давайте поговорим, если вы действительно какой-то выход мы ищем, мы должны спокойно говорить. Давайте, пожалуйста. Давай, хату. Мой вопрос не был дан ответ. Кто инициатор? Зачем? С какой целью были изъяты 2 абзаца из 4 статьи и внесен абзац государственной религии ислам? Когда был опубликован этот протокол этого события? Где этот протокол? Где опубликовано? Дайте ссылку. А откуда ты взял, что должен быть протокол? Протокол не публикуется. Кто тебе сказал? Изменения в Конституции должны быть опубликованы. Изменение Конституции было, там было 2-3 изменения. Поправка. Сейчас, да? Поправка. Она изменяется, сразу там принимается, печатается и публикуется. Я говорю, а потом ты скажешь. Протокол обязательно ведется. Знаете, протокол. Ведется, специальные есть люди, и записи есть, и все было. Знаете? Но все эти записи, все оно, сам понимаешь, все исчезло. Мы не могли их сохранить. Наверное, они где-нибудь сегодня в архивах КГБ лежат. Понимаешь? Ладно. Вот так. Когда дату можете сказать, когда был... Это было 3 февраля 1997 года. Все, больше никогда не было этого. Нет, не было. И что? Выход мою лохши. Допустим, если вы там переживаете, действительно, я вижу, переживаете за Конституцию, за свободу нашу, но не надо же так нервничать и кричать, ты мне ответствуешь. Давайте спокойно будем решать и обсуждать эти все вопросы. Ну, давайте, но мы не обсуждаем, понимаете, мы не приходим к единому мнению. Ты же разговариваешь высоким, повышенным тоном, ты говоришь неуважительно к человеку, который старше. Ты как бы требуешь. А так скажите мне это, скажи, рилк даться, нохчеваться, а локчен рилк вистельцевис. Видимо, показалось. Не было. Я тебя не знаю. Ты, может, меня знаешь? Люди заходят. Вот смотри, у нас такая ситуация с тобой. Я тебя не знаю, кто ты. Повернулся, ушел, все, скрылся. А меня ты знаешь. Знаешь, неравное такое отношение. Правильно? Поэтому, учитывая это, что он харс тогда. Если говорить, то на равных надо говорить. А как это так? Давай ко мне приходи. Куда я не знаю, куда к тебе приходить говорить. Не знаю. Ахмед, не было никакого повышенного тона. Аслан, не было никакого тона. Может, показалось? Может быть, там поднялся этот уровень голоса. Я пытаюсь просто, видимо, чтобы слышно меня было, может, из-за этого. Тон нет. Хорошо. Дигду. Хорошо, что ты вернулся. Интердол, если вам показалось. Ничего, молодец. Я тебе ответил на твои вопросы. Мы же, если бы мы были бы, скажем, у меня был архив, я тебе скажу, из 9 мешков. 9 мешков. Огромный архив был, хотя. И может, все уничтожили, исчез неизвестно где. Это нет. Ну, не будем рассказывать. Я ответ не получил, Ахмед. Какой? Кто инициатор? С какой целью были изъяты 2 абзаца из 4 статьи? Религиозные объединения отделены от государства. Зачем убрали этот пункт? Это убрали, потому что в других статьях там, если я не помню сейчас, 21 и еще какая-то, там обо всем говорится. Из этого вытекает, что они отделены. Дальше есть это. Понимаешь, когда есть масса... Вот посмотри, 21 и 53 статьями Чусок, из которой видно. И видно из 1 статьи Конституции, что суверенное и независимое демократическое правовое государство. Вот в этом заключено все.
А здесь это как бы, значит, основная масса населения мусульмане, видите, и это, значит, свобода религии, вот это все можно под это подвести, и то, что я тебе сказал. И в других странах там такие аргументы, кстати, приводились. Вот, кстати, помню, об эти аргументы приводил этот Саид Хасан Абу Муслимов, он там приводил, что во всех там западных странах тоже есть, они демократические, он приводил. Но он был не один, и другие говорили там. И что, я помню, как сейчас, да. Ну, кто был инициатор? Зачем? С какой целью это было сделано? Вот ты говоришь, что был инициатор? Я тебе объясняю. Это депутаты были. Никто, а кто из депутатов, вот один из них был, это Саид Хасан Абу Муслимов. Но он это аргументировал вот таким образом, а? Какая была необходимость, еще не были выведены российские войска из республики, какая была необходимость заниматься вот этими вопросами? Как не были выведены? 3 февраля, это был 1997 года, российские войска были выведены в декабре, 31 декабря, последняя нога России ушла. Уже 2 месяца почти было. Понимаете? Да, но закон о внесении изменений, вот эту статью, был издан в ноябре 96-го. Нет. Посмотри. Как нет? Мы это знаем же. Ну, если вы знаете, или неважно, какое это было при действующем первом парламенте. Я был тогда председатель парламента. Это было в это время. Да, это было. Да. Вообще, и люди не понимают, зачем. Ну, если не понимают, что не понимают, что делать, если я объясняю тебе, что это было принято, это было принято парламентом. Кто угодно мог быть там инициатором, да, но парламент проголосовал за это. Понимаешь? Там идут разговоры, там, от меня, это кто сделал, почему сделал, нам. Я объясняю тебе, что это есть вот поддержка со стороны правительства, вот эти религиозные, значит, направления там, чтобы их там как-то, может быть, но не то, чтобы они пришли во власти, ни в коем случае. Я вижу в этом подрывную деятельность. То есть, убрав... Ну, если ты видишь, что теперь делать тебе? А я не вижу. Ну смотрите. Да. Так, ну что там еще? Хавмадыци, сам я не слышу. Алло. У меня был выключен микрофон. Я просто вот эту тему по поводу вот этой изменения, внесения там, поправки в Конституцию и так далее. Люди, которые абсолютно никогда не интересовались Конституцией, были против этой Конституции, несмотря на то, что есть председатель парламента, есть парламент, который у нас демократически избран голосованием людей, должен прислушиваться к своим избирателям. Когда все были религиозные, подъем такой религиозного духа у нас появился. Все считали, что мы должны взять 12 тысяч маджахедов и идти. Ну, не все, песни нам, пропаганды нам рассказывали, идти там на Иерусалим и там еще что-то мы делаем. В это время, чтобы как-то управлять обществом, иметь связь, коммуникацию со своим обществом, со своими гражданами, была принята вот эта поправка, на мой взгляд. И сейчас это делается для того, чтобы, вот сейчас это обсуждается, мусолится, для того, чтобы просто отводить... Аслан, ты этих людей знаешь, я так понимаю, да? Вот эту просто, по-моему, я знаю, я точно не милу. Пусть они говорят,
я это думаю. Но он, его мнение такое, а мое мнение такое, другое. Объясняю ему. Этот вопрос мусолить бесполезно. Что, мы о другом говорим сейчас? Я вижу подрывную деятельность. Так подрывная деятельность в предательстве, о котором мы говорим, которые некоторые люди, в том числе, может быть, и он их знает, и, может быть, это за этой спиной стоят, может, другие люди. Поэтому не будем сейчас это говорить, оставим это. Если конкретно сам, кто это сделал, постоянно на одну и ту же. Это сделал парламент. Это сделал парламент Чеченской Республики Ичкерия. Да, на законных основаниях. Да, по праву. Теперь это отменить, это следующий парламент может. То есть это должно быть решение. Но это не нарушает нисколько. Это свобода исповедания религии, он знает. Это вот все. Конечно. А так как у нас других ничего нет, все. Где там? Я объяснял ему, он не хочет слушать. Он специально там это говорит. Это специально, это именно подрывная деятельность. Одно и то же мусолить, повторять, вот, и потом еще называть это других своих оппонентов подрывной деятельностью. Просто... может, завершим, мы уже 1,5 часа давай. в эфире, даже больше, мне кажется. Давай. Давайте. Тебе слово и Barkal derēs un masarna. Adikēļ. Masarna derēs, aja derēs, una huil, adikēļ, maršā.